И в продолжении нашего сегодняшнего вечера второй бой. Александр Конопляник и Горнак Егор, как уже представил ведущий. Посмотрим на это событие. Горнак Егор повыше. Здесь мы уже видим, кстати, про то, что разведка боем действительно есть. Сейчас они разведывают друг друга, щупают соперники. Более размеренно ребята подошли, проверяют, щупают, смотрят, раздергивают. Внимательная, аккуратная работа. Кстати, хочу заметить, что Егор левша, ну, либо стоит в левосторонней стойке. Да, левша. Александру надо закручивать тогда сейчас в левую сторону, заходить ему под правую ручку, чтобы не попасть под Да, сильно. он, в принципе, серия. так и делает. Он начинает атаку с правой руки. Работа левши и работа правши. Против правши это начало с дальней руки. Хорошая контролируемая работа. Разительная разница с прошлым боем. Здесь видно то, что опыт у обоих бойцов профессиональных боев уже имеется. Ну, парни неплохие, достаточно неплохие ребята. Тем временем половина первого раунда у нас уже за плечами. Мало ударов нанесено, но много информации получено. Да, парни проверяют друг друга, Ой, смотрят, отличная скрутка. смотрят, ищут ошибки. Ну, будем дожидаться второй половины боя. Неплохой клинч, достаточно результативный. Четкие Работа удары. коленями, четкие удары, да, коленями, в отличие от четкие удары с рук, с ног, в отличие от предыдущего боя. Какие хорошие колени, что с одной, что с другой стороны, четко. Даже уже, казалось бы, когда клинч завершен, все равно удар коленом, но запихивают. Да, здесь не видно явного преимущества какого-то Отличный спортсмена. удар в голову от Александра. Неплохой удар. Прошу прощения, от Егора. Александр отыгрался с круточкой. Бойцы заходят в клинч. Очень внимательная работа. И заходы в клинч такие все четкие, тактические, через удар, все через удар. Не просто так, не летят они друг на друга. Ну вот, вы говорили, не летят. И в итоге залетели. Первый раунд подошел к концу. Ну, здесь не видно ничего преимущества. Здесь, Что не вижу совершенно. здесь такая позиционная работа, больше как разведка. Действительно, то, что разведка боя. Изучили друг друга. Сейчас какие-то комментарии от тренера сейчас получают оба спортсмена. Да. Будем смотреть, что будет дальше. Посмотрим. На повторах. Такая хорошая серийная работа. Запихивают четко под ручки. Широкая работа. Немножко поуже бы надо отрабатывать. Неплохая скрутка. Скрутка красивая. Действительно красивая, хорошая скрутка. Неплохой удар слева. Сильная рука. Как раз таки у левши сильная рука. Опять скрутка. Сразу же ответ. Я так понимаю, когда два спортсмена упали, скрутка не засчитывается, да, Александр, по-моему? В зависимости от того, какая до этого была серия. Если серию спортсмен завершил скруткой, я так понимаю, что все-таки эта серия дается в его сторону. Ну, серия, по-моему, была, начала атаку все-таки Егор, да, а скруткой закончил Александр. Ну что, второй раунд. Информация получена друг от друга. Бойцы уже поняли друг друга. Сейчас должны перехватывать инициативу либо в одну, либо в другую сторону. Опять же, скрутку отлично мы наблюдаем. Как по учебнику ребята работают. Как по учебнику. Да, здесь ребята уже более интересные. Более выверенная работа уже. Нету сумбура.
Хорошие четкие движения, четкая работа как в клинче, так и с рук, с ног, удар как четкая. Отличный мидл с сильной ноги. Раздергивают ребята неплохо друг друга, пытаются, да? Пересушил, сломал пополам. Очень внимательно оба спортсмена высматривают. Ох, как пропускает. Егор по голове. Александр пониже, да, то есть ему надо все-таки работать больше первым номером. Ну, этот раунд более поживее, но все-таки, опять же, не вижу чего-либо преимущества. Очень ровный бой, очень ровный бой. Что скажут судьи? Вот, отлично. Подхватил колено или это был мидл? Подхватил удар и скинул его. Неплохие колени, да, в живот, которые все-таки забирают силу соперника. Имеет, так сказать, накопительный эффект. Работа, да, неплохая работа в корпус, да, что мы в прошлом году, в прошлом бою, прошу прощения вас, в прошлом бою мы наблюдали, ребята заряжены были больше на голову, здесь работа идет по площадям. По этажам, опять же, да, то есть что голова, что ноги, по этажам, да, прошу прощения, я стал заговариваться. Хороший хайкик и продолжение сразу зашел в клинч. Все время захваты в клинче меняются, постоянная активная работа. То есть видно, что ребята, они не сушат эту работу. Аж налокотники слетают. Ринг дымится. Спортсмены горят. Ну, тут здесь равные соперники. Достаточно хороший бой, интересный. И я думаю, для судей будет сложно определить все-таки, кто станет победителем. Очень ровно, дышит спокойно. Видно, что спортсмены спокойные. Ну, мне кажется, Александр мне кажется, в клинче переигрывает. Вот она работа по корпусу. Да, неплохо. Попытка скрутки такая. Ну, видно, что подготовлены спортсмены. Подхват. Вот отлично. Как раз, как да. по книжке, Дмитрий, как по книжке. Ну, по повторам видно, что Александр все-таки чуть-чуть, мне кажется, выигрывает. Но опять же, дождемся решения судей. Подсказывают спортсмены, отдыхают. Все. Начало третьего раунда. Заключительный раунд этого поединка. Секунданты дали установки своим бойцам. Ну и посмотрим, друзья. Видно, как оба спортсмена уважают друг друга. Ребята заряжены, никто не устал. Видно, что готовы к бою очень хорошо. Ух. Но очень аккуратно работают, очень аккуратно, очень внимательно. Работают выверенно. Да, то есть не бьют впустую, не вымахиваются. Делают только то, что необходимо для достижения цели. Опять же, работа в клинче, конечно, вызывает яркие очень эмоции. Четкие такие колени, закидывающиеся совершенно из разных положений. Очень крепкие захваты в клинче. О, какие скрутки все-таки Александр показывает уже на протяжении 3 раундов. Хотя бы одна, но красивая скруточка в раунде от Александра должна быть. Будет ли вторая? Ребята очень заряжены на бой. Видно, что работа коленями реально из любого положения происходит. Это уже что-то из борьбы. Локти включаются.
сушит плечо. Главное не в затылок. Главное не поворачиваться спиной, тогда в затылок и не прилетит. И ручки надо повыше держать все-таки. И еще одна скрутка. Шикарно. Шикарные скрутки от Александра. Мне кажется, такие скрутки судьи точно оценят. Да, и Александр все-таки он больше идет вперед. А в тайском боксе это больше оценивается. Вы сами знаете, Александр. Только вперед и ни шагу назад. Как подламывает он спину в клинче. И все-таки, мне кажется, Ох, какой был локоть с разворота. Опасно. отличный правый прием. Да, ну походу Александр начинает прибирать инициативу к концу. Свои все-таки руки. Будем смотреть все-таки. Дождемся решения судей. Так, если не знать, что это концовка раунда, не скажешь, оба спортсмена имеют отличную дыхалку, отличную выносливость, работают в том же темпе, что и во втором раунде. Поддерживают темп, постоянно пытаются перехватить друг другу инициативу и идут вперед. Очень акцентированные удары, четко в цель. Не уступают друг другу. Соперники подобраны достаточно интересные. Хороший бой. Да, отличный бой. Просто внимание публики. Александр уже уверен в своей победе. Ну, посмотрим, что скажут судьи. Так, Снова, повторы. да, повтор. Неплохой тип. Оба подхват ноги, удар. Промазал. Ну, отличный уклон от Егора. Да. Надо было бить в корпус. Ох, мидл-кик неплохой. Да, Егор. Ребят, И скрутка. Отличная скрутка, шикарная. Вот что касается движения на ногах, все время нужно двигаться, потому что такие удары, их можно пропускать по воздуху, чтобы они по тебе не пролетали. Видно, как удары все летят вскользь, да? То есть надо отдать должное Егору, что он отлично парирует их своим телом и движением. Итак, решение судей по этому бою. Мне кажется, немножко, но Александр все-таки превзошел своего соперника. Но Ну, опять же, дождемся решения судей. Победителем в этом поединке по единогласному решению судей